вечер, уважаемые коллеги. Работа в этом направлении у нас уже началась 27-28 июня на Всероссийском симпозиуме, на котором присутствовал Зорин, и были подписаны соответствующие соглашения. С этого времени прошло более полугода. Про нас и так говорят, что мы медленны. Давайте сегодня мы поработаем, доведем дело до конца, поработаем плодотворно, быстро и успешно. Хочу предложить на рассмотрение рекламных выступлений по времени. Решение войти в региональное отделение Ассамблеи народов России уже имели возможность принимать участие в голосовании при выборах председателя и по другим вопросам. И у нас к вам просьба, вы на этих карточках напишите, пожалуйста, свою организацию, вы потом их нам сдадите, эти карточки, и мы будем уже точно знать, кто вступил в отделение, и, соответственно, эти организации с сегодняшнего дня выступают в роли учредителей регионального отделения. О создании государственной регистрации в управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми регионального отделения Общероссийской общественной организации Ассамблея народов России. У всех был устав, вы ознакомились с уставом. И, скорее всего, у вас возникли некоторые вопросы, которые требуют пояснения. Нет, организацию пишите, все данные ваши у нас есть, вы давайте нам, но не понимаю, что все прочитали, да? Все прочитали, но взяли бы и сказали вообще какие-то основные моменты и для чего республике вступать в эту ассамблею. То есть кто-то должен сагитировать, а не так просто вот мы прочитали и теперь, значит, будем голосовать. Да, суть этот был уже, да? Устав. Коллеги, Ассамблея народов России – это общероссийская общественная организация, отделение которой сейчас очень активно организовывается во всех субъектах Российской Федерации. Ассамблея активно работает по направлениям укрепления единства наций, гармонизации межнациональных отношений, профилактики проявлений экстремизма и активно работает на грантовой основе. Они проводят большие федеральные семинары, крупные мероприятия. И здесь наш регион тоже мог бы включиться, да, имея этот потенциал и ресурс, прежде всего, самой ассамблеи, вот эту общероссийскую работу. Что мы не только здесь сохраняем меры согласия, но и как составная часть единого государства дополняем, да, эту работу. И также могли бы заявлять свои какие-то новые проекты, новые инициативы, обращаться в ассамблею за поддержкой и реализовывать их здесь. Во-первых, мы не хотим образовывать юридическое лицо. Поэтому сами мигранты. Да, те, кто были у нас на предновогоднем поздравлении, тоже в двух словах мы говорили, да, о создании регионального отделения, и тогда мы уже с вами решили о том, что мы не будем сейчас создавать юридическое лицо. Законодательство позволяет работать организациям без оформления юридического лица, без открытия банковского счета, да, и соответствующей отчетной документации, там, и регистрации в налоговых органах и так далее. Но мы с вами будем давать уведомления Министерства юстиции, то есть как региональное отделение по уведомлению от ассамблеи мы будем зарегистрированы здесь в управлении Минюста России по Республике Коми. Как часть ассамблеи, что мы здесь на законных условиях представляем интересы этой общероссийской организации. Самостоятельности не было иметь, чтобы, вот, например, для Республики Коми получить грант. Ничего не слышно, может быть, с микрофоном слышно. Давайте один микрофон со стола.
порядок получения грантов, если мы не зарегистрированы, то мы не имеем права вообще как бы получать, соответственно, определенную финансовую поддержку. У нас нет бухгалтерии, соответственно, нам никто ничего не даст. Или в чем-то есть какие-то особенности вот этой ассамблеи, что вы говорите, что очень много они работают с территориями. Насколько это вот действительно... Я поняла, Ирина Васильевна. Как региональное отделение, да, в которое входят юридические лица вашей организации, как бы региональное отделение будет той площадкой, посредником, да, между ассамблеей и ваши проекты. Мы можем ходатайствовать перед ассамблеей, чтобы они там уже в Москве оказывали нам помощь в получении этих грантов. Вот здесь нас записывают в онлайн, и мне бы некоторые фразы хотелось бы подробно на пальцах объяснять, но я не буду этого делать. Вы не, как бы... Действительно, уже было сказано, что ассамблея формально, по крайней мере, у нас существовала. Я хочу сказать, что в свое время создана Ассоциация национальных культурных объединений, она представляла эти общественные наши структуры национально-культурные, представляла их интересы в органах государственной власти. Сегодня ассоциация, той роли, которую первоначально она играла, она уже незаметная, эта роль, прямо скажу. Поэтому мы, создавая сегодня такую структуру, как отделение, ассамблеи, по сути дела, формируем орган, который представляет наши интересы, органы государственной власти, так же, как это делается на российском уровне. Более того, я хочу сказать, что спор о том, юридическое это лицо должно быть или не юридическое, конечно, все это будет принимать совет ассамблеи, который мы также должны избрать. Если понадобится юридический статус, чтобы гранты где-то получать и осуществлять финансовые действия, совет примет это решение. Мы пока формируем общественную структуру. Поэтому я думаю, что вопросы, конечно, возникали, но одни вопросы возникли в силу того, что кто-то просто устав не читал, кто-то, может быть, не все понял. Я думаю, что сейчас мы уже разобрались, что к чему. Думаю, действительно, правильно, что пора уже переходить к голосованию и принятию решения о создании. Спасибо. Да, Олег Иванович,